Добрый вечер. В наше время событиями становятся цитаты, особенно если не отражают одно какое-то событие, которое постоянно находит свои отклики в речах, заявлениях, решениях, документах и так далее. И ровно неделю назад, в минувший вторник, 15 марта, в Республике Коми вынесено первое наказание по новой статье Кодекса об административных правонарушениях 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил». Житель Ухты был наказан на 30 тысяч рублей штрафа. Но, к сожалению, придется поверить на слово. Боюсь, что цитирование того, что написал ухтинец в сетях, чревато также наказанием, да и, собственно, официальное сообщение не содержит, естественно, никакой цитаты. На следующий же день, в среду 16 марта, руководитель театра оперы и балета Дмитрий Степанов сказал следующее, цитирую: «Из-за сложившейся политической ситуации мы взяли паузы. Речь идет о том, что Сыктывкар на фестиваль, традиционный фестиваль Сыктывкар-Сатулыс, несмотря на то, что все ковидные ограничения сняты, не приедут представители Франции и Финляндии. А между прочим, с их участием предполагалось целых две интересных музыкальных премьеры». Через день, в пятницу, 18 числа, как и состоялось целых два события. Во-первых, состоялся митинг на Театральной площади, на котором выступил Владимир Уйба. И, кстати, обе цитаты, а их будет именно две на этот день, они самые решительные из произнесенных, и произнесены они были именно Владимиром Уйбой. Итак, первое, на митинге. Цитирую: «Если бы этого не произошло, сегодня неофашисты рвались бы уже к нашим границам, и обстрел бы велся по нашим территориям». Это, так сказать, политическая теория. А вот текущая хозяйственная практика. Вторая цитата, произнесенная уже на заседании правительства республики, которого, кстати, по-прежнему нету, хочу заметить. «Бить по рукам наотмашь каждый день». Это уже о спекулянтах, прежде всего сахаром, как известно, которые, видимо, воспользовались удачно предотвращенными обстрелами неофашистами наших территорий и тормозят в связи с этим отгрузку сахара. Наши продукты, отечественные продукты, в честь чего вдруг каждый день, Ольга Викторовна, в честь чего? Каждый день они подрастают, в честь чего? Ничего не изменилось. Это чистая спекуляция, чистая нажива. Вот бить и бить и бить каждый день. И отрабатывать, жестко отрабатывать. На выходных к главе Республики Коми присоединился глава Усинска Николай Такаев. Но он решил как бы пойти снизу и обратился уже к совести покупателей. «Пожалуйста, будьте благоразумны, не затаривайтесь, мол, по 40 килограмм сахара каждый». И, наконец, вчера вечером, видимо, не в силах выносить этой битвы цитат, к ним присоединился Совет Общественной палаты. Опять же цитирую: «Линия информационной войны проходит через каждого из нас и требует максимальной личной ответственности и гражданской зрелости за каждое произнесенное нами слово». И даже предложил со своей стороны информационную помощь. Видимо, и главе Республики Коми, и главе Усинска, и директору театра оперы и балета. Это внешне разные события, но, согласитесь, их объединяет какое-то одно. Есть мнение, что люди и без нашей помощи догадаются, каким словом это событие обозначается. Всего вам доброго.